когда иду в ту сторону, всегда останавливаюсь именно вот на этом месте. Пересекаю понтонную переправу, то бишь пересекаю речку и останавливаюсь здесь на 2-3 минуты. Так немножко поставить, потому что ровно с этой полосы видно мой дом. И вот в данный момент видно, топится баня. А я проезжаю вокруг по дороге. Смотрю так на 2-3 минуты на свой дом. И чтобы пустила дорога, чтобы вернулся обратно без всяких происшествий и так далее. Потому что частенько не бывает то поломки, ребят, то что это еще, волки и так далее. Наконец-то, ребят, наконец-то, кстати, здрасте всем. Наконец-то пускает погода. Что творилось? Неделя морозов, 40-45, подполтинники даже районами были. Вообще ужас. Новогодние праздники просто впустую. Как бы и выходные, и знакомых очень много приехало. Освободилась от рутины, от работы, приехали в деревню. Но не было возможности, ребята, куда-то вырваться. Но это просто мучение. 45 ехать куда-то, что-то пробовать. Ну, просто решено было отдохнуть, как бы и сам выспался, хоть поменял немножко, я имею в виду, здоровье, потому что, ну, вообще сна не было практически у меня с таким режимом, постоянно где-то лазил, двигался, очень тяжело было восстановиться, потому что, ну, как сова, ночью толком не сплю, под утро пару часиков кемарю и как бы целый день такой ходишь. Ну да ладно, ребята, закончились морозы. Сегодня у нас 13 градусов, метель с ветром. Я, ребята, в путешествие. Вот реально в путешествие. 100% никто сейчас за эти морозы не выезжал. И я еду, ребят, на лесную речку, на таежную избенку. Я раз в год туда езжу, просто отдыхать. Вот сегодня этим и хочу заняться. Естественно, будет небольшая рыбалка. Поставим комбайны на червя. Попробуем добыть харюза, ребята. В этой речке он есть. Но его совсем стало мало. И с рыбалкой там вообще стало очень плохо. В общем, еду на избу, друзья. Сразу же санки уменьшились. Понятно, что нету палатки, печки, раскладушек. Вот, ребята, в принципе, как выручает избенка. Ну, я имею в виду меньше скарба. Идти очень далеко, ребята. В общем, потихоньку потопом иду в одного. Посмотрим. В общем, пересек понтонную переправу. Вот в данный момент едет машина. Поселок держит деревню. И мой поселок родной. В общем, иду деревня, ребят. Ну и будем заходить в тайгу. Одену балаклаву, ребятки, потому что дорога дальняя. Сейчас плюс еще буду идти ходом. Ну, я имею в виду, иду по дороге. Как раз деревенская дорога, но у нас, ребята, ее просто чистят, но не сыпят песком, и, соответственно, можно спокойно вот передвигаться именно на такой технике. Очки забыл опять, ё-моё, ладно, без очков как-нибудь. В общем, ребят, настроение шикарное. Сам соскучился уже по всему. Ну просто по всему. Блин, реально было вообще жесть, что творилось. Да и у многих была жесткая погода. Немножко мониторил ситуацию. Ну, смотрю, тоже глухозимье началось. Казахстан что-то там, смотрю, тоже не ловит. Красноярск тоже там что-то, ну, слабо, ребята, слабая рыбалка. Не знаю, в общем, что у нас, как сейчас, что, лед как промерз, было под полтинник, соответственно. В общем, ребят, все, ходом иду, прохожу деревню, выскакиваю в поля, прохожу поля и захожу в лес. Дорога дальняя, но я думаю, все получится, ребят. Так что, погнали. Ах, полетели. Ну все, ребята, путь дорогу.
Душевненько, ребята, душевненько. Проскочил в деревню. Кстати, многие спрашивают, сколько, Андрюха, максималка. Ну, максималка я не развивал, ну, в общем, пустой, без саней. Точнее, с санями, да, примерно такой же загрузки. Вот по такой дороге, как типа как зимненько, ребята, 45 оно идет спокойно, вообще в легкую. Можно еще и больше. Ну, под полтинник, короче. Он бежит. Ну, эта техника, ребят, не для скорости, это для леса, вот именно для таких путиков, таких дорог и так далее. Проскочил поля, сначала не понял, какие-то следы мотособак, я думаю, блин, как так? Оказывается, там ребята просто по дорожкам покатались возле деревни, видать, ну, на новогодних праздниках, возможно, и вернулись в деревню. Ну, дальше идет старый след снегохода, и, скорее всего, я знаю, кто это ходил. Ну, до реки ребята не ходили, в общем, никого не было, ребят, как и предполагал. Душевная дорога, я так ее называю, она очень красивая в данный момент. Ну, именно здесь, ну, возможно, где-то еще, конечно. Очень красота, ребят, очень красиво. А здесь вот так, как в туннеле идешь, получается, и ну, лес такой смешанный, березки, ельники. Сейчас буду проходить бора. Очень круто, мне нравится эта дорога. Смотрю зачесы. Так. Не знаю, но это не зубы, это что-то непонятно, ребят. Свежий зачес. А, там зачес, да, скорее всего, что-то как-то будет что-то лес вырубаться, что ли, или что. Печально, конечно. Ну, какие-то зачесы, не знаю, в общем. Старые путики, возможно, что-то как-то отмечали. Ну да ладно, ребят. В общем, остановился перекурить, попить чая и, в общем, пойду дальше. Сейчас вот такие прелести начнутся. Много дичи бывает, поднимаешь косач, рябчик, частенько сидят на буранках и даже лунятся именно вот в таких местах, ну, рядом, потому что им нужен небольшой пятачок, вот именно вот как бы вот так. И когда охотишься, вот такие прогалы надо смотреть, потому что именно дичь, стайка косача, допустим, штук 6-7, они могут залуниться вот именно в таком месте. И спокойно можно добыть прям хорошо. Смотрю, все ли на месте, не потерял. Ну, вроде все нормально, бензин, все хорошо. А, ребята, я год здесь не был, в этих краях. И вот именно сегодня я туда ходом покайфую в одного, ребят. Романтика. Очень люблю вот такую тему. Блин, она вообще кайфовая на самом деле. Сейчас заодно посмотрим следочки волков, может кто еще. Короче, чай пьем и погнали. Давайте, ребята, за 2023 сезон, начало сезона, за него, чтобы он был удачливый, трофейный. Ну, в общем, посмотрим. Хотя начало не очень, конечно, хорошее. Понятно, что, ребят, север, такие температуры, они обычно были. Я помню, еще в детстве всегда были активные дни, такие вот хорошие морозы. Ну, сейчас погода везде совсем разная стала. Север уже не север. 30 градусов людям уже холодно. На самом деле, раньше это нормальная температура, стабильная была. Месяц январь. Он всегда такой был. Просто немножко перепады большие, я имею в виду. Ну, как-то это не серьезно все. Сначала плюс 2, оттепель, 4 градуса минус, а потом сразу резко вот так. Ну, это тоже очень плохо, конечно. И для рыбы, и для человека, и для животного. Так что непонятная погода стала. Крещенские морозы, вон что-то резко начались. Сейчас вот как будто февраль, ребята. Пурга, ветер, вьюга. Шел дороги переметенные. Непонятно, в общем.
Забыл сказать, ребята, пока я иду, надо еще пильнуть сушинку на избу. Так как в районе избы я уже помню, что там дров совсем нету. И было бы неплохо, если бы какая-нибудь сушина сейчас на буранку упала. Я бы ее чекернул, и было бы великолепно. Вот здесь бор, ребята, здесь белые грибы растут. Вот сушинку бы было бы классно. В модуле место есть. Чурбачок бы не помешал, потому что там, где стоит изба, поблизости уже все, выпилили все дрова. А я так понимаю, в избе дров сейчас навряд ли есть. Вот, ребята, пошли другим путником, а мне на болото выскакивать. Так, ну что, бор заканчивается, ребят. Ничего не упало. А там уже болото, березняк. Короче, надо заехать, ребята, мне кажется. Что-нибудь найти. Дорога нормальная, спокойно доеду с дровами. Без проблем. Надо какую-нибудь сушинку, ребятки, найти. Вот там заваленных много. Сейчас найдем что-нибудь. Ну вот такое чудо, ребят, стоит. В принципе, нормал. Макушка упала куда-то, даже не видать. Попилим, наверное, его. Смолячок. Самый то. Лучше перевздеть, как говорится, чем довздеть, потому что там проблемы я знаю. Там болотистые темы такие. Такие здоровые березы стоят. А, видать, никого не было. Навряд ли кто заготовил дрова. Так что пильнем-ка мы ее загрузим. В тайге, ребят, пила незаменимая штука. Неважно, поехал ты с ночевкой или просто путик ломануть. Бывает, сушина упадет через буранку, а там канаву или еще что-нибудь. Считай, проехать нет возможности. Пила у меня заснеженная после последней рыбалки. Ну все, ребят, забрал всю. Метров такая, не знаю, 4 стояла. А тут вот еще стоят, но как есть макушка, трогать такую нельзя. Вот так выглядит. В принципе, ночь будет теплая. В принципе, этих дров даже, может, и хватит. Ну, лично так, на какие-то подстраховки, если что, где-нибудь возле избы какие-нибудь еще сырые пильнем.
И нам хватит. Все. Выхожу на буранку, иду дальше. Не знаю, до избы еще, ребят, порядком. Буду поля, болота проходить. Надеюсь, что дрова не помешают мне. Ну, в плане езды я имею в виду. Снега не очень много в лесу. Давай, давай, родной. Ну так, да, нагружено чувствуется. Ну ничего страшного, техника должна работать, ребята. Ух. Ну и все, красота. Там заходил в круг, да, вот. Потому что все, бор заканчивается, спускаюсь сейчас. Будет болото, березняк такой, дров там точно не найду. Вот здесь я зашел. Но мы идем дальше, ребятки. Дошел до болота, друзья. Здесь дорога очень плохая. Такая бугристая. Опа. Кто-то вот там пробивался, смотрю, сбоку. Ну, в принципе, здесь пока меня все устраивает. Немножко покачаемся, так скажем. Сейчас рябчики взлетели здесь. Наброды были, я смотрю, наброды утренние и хопы слетели. Недалеко и сидели-то. Дорога такая интересная здесь, ребята. А, вон сбоку пробивались. Я уже год здесь не был. Может, и избы уже нету, ё-моё, ребят. В наше это время. Ну, леса шла. Старый след. Что, ребятки, добрался я до реки, до места. Точка, яма. Ну, видите, она, речка не особо широкая, местами вообще узенькая. А здесь вот прям такое широкое место. Яма. Раньше здесь вообще достойно ловили ельца. Харюза нет, но вот ельца прям классно. Елец прям здесь достойно ловился. Я помню, попадали мы здесь, ого-го. Давно уже было. Еще помню, я еще без техники был. Ездил в санях. Потом, да и до этого пешком ходили. Сюда пешком, ребят, на лыжах топали. Вообще было космос. Ну вот как-то так. Да, следы есть, очень старые. Соответственно, кто-то пробовал. Не знаю, ловили, не ловили. Как-то так, друзья. В общем, время особо нету. Я сегодня как бы не с рыбалкой. Сегодня задача выставить комбайны. У меня их 4 или 5 штучек. Есть дендробена, червь. Пару экранчиков есть. Вот это все поставим и посмотрим. Быстренько сейчас выставлюсь. Посмотрим. В общем, для комбайна нужно течение. Вход в яму и выход с ямы я выставлю вот так. А в ямке 2-3 экранчика бросим. А уже завтра с утра посмотрим, будут ли сработки, какие-то поклевки, какие-то рыбешки. И уже я взял удочки. Может, попробуем порыбачить. Сейчас изначально выставимся, наверное, а потом съездим на избу. Проведаем вообще, что там, как. Все ли нормально. Вот такие дела. Так, воды, ребятки, воды. Кстати, интересно, так в этом месте, вот в этом пятаке стоит борщевик, друзья. В лесу далеко так от деревни стоит борщевик. Ну, видать, с человеком как-то приехал, мне кажется. И вот разросся на этом пятаке. Но больше здесь его нету. Вот только здесь почему-то. Река вот так петляет. Интересно, конечно. Борщевик такой здоровый, блин. И борщевичок здоровый. Так, ладно. Молотлавы снял. В лесу уже более спокойно.
комбайны наши, сумочка. Так, шумовочку обязательно. Ну, короче, сейчас бур возьмем, ребят, и пойдем. Опа! Все на льду, друзья. Местами проезжал, вот такой лед видел. Это так вода упала, охренеть просто. Вот, в общем, сама яма. Вот здесь. Для комбайна нужно течение. Где-то вот здесь 2 выставлю. И, наверное, где-то здесь 2. А здесь я предпоминаю, что тяга была, потому что комбайн должно нести. Ладно, посмотрим, что почем, какие цены. Ножи поменял после, так скажем, желез, когда выставлялся на пляжу. Убил ножи, сейчас поменял. Но ножи не новые, а заточенные. Парнишками точат. Посмотрим, как получилось. Я их не проверял, может, нифига не бурят. Так, ну что, здесь? Так, под комбайн надо немножко, ребят, подискосочек. Вот так, чтобы потом, когда достаем, проверяем, мормышки, крючки не зацеплялись. Не сказать, что бурят хорошо. Я бы сказал, вообще не бурят. Да. Как-то будем бурить. Такой тоже грязноватенький. Но это не песок, ребят, это с берез, всякая шелуха и так далее. Так, ладно, посмотрим, ребята, попал я в течение, нет. У меня и комбайны такие серьезные, на изя, на леща, больше на большой реке я ими рыбачу. А что-то решил здесь попробовать. А вдруг хорезок. Вот так вот. Так, ладно. Давайте сразу достанем. Чисто на проверку. Будет ли тянуть у нас. Ну а потом разберемся со всеми делами дальнейшими. Так, размотаю сейчас косу. И мне надо понять, тащит или не тащит. В общем, комбайн у меня с 3 крючков. Это 2 поводка на крючках. И снизу мормышка, которую вот именно должно утаскивать. Кстати, просили показать подробно. Вот сейчас и покажем. Ну, сейчас надо обозначиться, есть ли тут тяга. Будет ли тащить. Так, в общем, мормышка у нас такая, грамма 2. Ну-ка. Вот вроде глубину нашел. И все. И не тащит, ребята. Больше не тащит. Течение нужно. Уходить надо больше на струю, значит туда дальше уходить. Потому что вот видите,
Не забирает. На большой реке-то понятно, встал. Там понятно, что течение есть жесткое. Заберет. Не хочет. Глубину нашел, 2 метра здесь глубина, но не забирает. Вот в чем прикол. Ну, ребят, в общем, нашел струю. Начал оттуда с ямы, потом сюда, и вот пришел вот прям до сюда. Здесь струя уже. Ну тут и лед даже потоньше. Вода, видать, упала. Вон, смотрите, как по берегу. Соответственно, течение небольшое. Так, ну вроде тащит. Запустим первый. Так, что-то пачку смял, блин. Ё-моё. В кармане. Тут у меня вкусные дендробены, друзья. Шикарный червь. Вот такие. Мощные прям. На харюза поставим. Вот такие шматочки. Харюс любит тоже вкуснятину. О, все, мормышку тащит. Мормышку закинули. Пошли по водочке. Небольшие, ребят, большие не надо делать, потому что путаться будут. Здесь уже у нас крючок. Соответственно, сейчас мы здесь зарянем. Так. Дальше. Все. Утаскивает. Ага. Все равно тоже не так уж прям сильно. Ну и последний. По 3 поводка, ребята. По 3 крючочка. Но на конце я сейчас стал делать. Это у меня старый комбайн. Я сейчас сделаю дробинку и тоже крючок. На крючок как-то лучше. Все, затягиваю. Давай. Кое-как, ребят, тащит, смотрите. Кое-как. Так, ну все, тут скользящий груз. Мы его ложим на дно. О, здесь глубина-то совсем небольшая. И вот так устанавливаем, друзья. Кивочек такой. Так, полотенышко. Все. В общем, стараемся делать ровно. Когда рыбачим, можно вешать бубенчик. Ну и когда уже какая-то рыбка попалась, должен быть он загнут. Все. Вот так вот. Грузил его на дно. Соответственно. Ну, как-то сейчас в этом районе еще попробуем выставиться. Хреново, ребят, когда не знаешь русла, не знаешь, где струя. Вот летом я в этом районе давно был. Мимо. Ушел в перекат, вообще лед вот такой. Вот там трава. Ушел в берег. Течения нету. Короче, уже лунок 20, ребята, сделал. А то и больше, блин. И вот всего лишь 5-й комбайн не могу доставить. Вообще жесть. Вот, короче, методом тыка. И то не факт, что те поставил точно. Ну, я имею в виду, может, тоже где-то в траву, в кочке, в коряге. Я знал, что выход с ямы есть течение небольшое, когда на мормышку рыбачили, стаскивало. Но здесь мормышка покрупнее, соответственно, не берет течение. Вода очень сильно упала на реке, тяги вообще нету. Кое-как эти затащил, я не знаю. Что получится, ребятки, не знаю. Вы не поверите. Ищу, короче, глубину. Жиган, смотрите, ребят. Блин, прям в жабры. Короче, ищу глубину. Блин, убил я его. Не знаю, выживет, не выживет. Значит, ребята, правильно иду. На мормышку, короче, как на блесну хапнул. Давай, брат. Не знаю, выживет, не выживет.
Короче, вот так ищу глубину. Ну, тащит, не тащит. Потом вроде что-то как будто зацепило. Вот, пошел. Потом резко дерг и забагрил хорюска мелкого. Ах, запах-то как. Вот он, ребята. Не знаю, пробил ему по жабрам, блин. Рыба нежная. Выживет, не выживет. Видите, какие у меня мормышки. Ну вот говорю, вот я более на серьезную реку. Сюда надо было комбайны другие делать. Надо было грузик граммовый. И вот так вот как-то. Короче, уже рыбу повидал. Видали, ребята? Здесь, кстати, речка очень капризная. Она бывала вообще не давала. А в последнее время здесь вообще рыбалка умерла. Такое ощущение, что здесь траванули. Блин, слава богу. Ребят, нашел я тягу. Блин, струя как-то бьет. Интересно. Ее прям надо искать. Речка очень маленькая. Соответственно. Фига себе. На мормышку, короче, позарился. Как на блесенку, ребятки. Ну все вроде. Затащил. А глубины-то вон с-подо льда. С-подо льда-то ни хрена нету. Сантиметров 15, что ли. Ну, тяга есть. Ну все, ребята, установился. Капец просто как. Я здесь набурился, блин. Ну все. Фу, ребята. О, смотрите, клюет, ребят. Охренеть. Только выставился. Дергает. Мелочь дергает. Короче, струя интересная здесь. Ушел от ямы вообще вниз, за поворот уже. Дошел уже до следующего поворота. Здесь вообще перекатище. Лед вот такой. Если морозов не было, вот этих январских. Соответственно, вот здесь можно побурить харюза, попробовать на удочку поискать. Смотрю, ну прям на глазах клюет. Ну, значит, не один здесь. Струйка интересная. Тяжело попадать, ребят. Вот смотрите, там 130-м, то есть поворотить. Ножи такие, что-то слабоватые. Или Коля плоховато подправил. Наверх ходил, здесь. Блин, ну не тащит вообще никак. Здесь он хопа и попал. Глубины нету, но вот харюс стоит. И он сейчас опять поклевки были прямо на глазах. В общем, ну вот такое какое-то, ребят. Какая-то такая рыбалка будет, разведка. Посмотрим. Клюет, ребята. Ну крючки у меня большие здесь. У меня пару комбайнов есть с мелкими крючками, с небольшими. А здесь здоровые крючки. Долбит мелкий харюзок, походу. Видать, здесь куча их. Но охота мне на скоросовочку, друзья, поймать. Задача-то такая. Вот, чтобы потом доставать, ребята, видите, он цепляется. Вон, и на мормышку смотрите. Объело все. На мормыху. Вон, объел. Нравится ему такая блесна получается. Так, нам нужен покрупнее кабанчик. Нам нужен покрупнее кабанчик. Здесь нормал все. Здесь тоже все огонь.
Че как бабам в руку. На кило. В верховьях этой реки есть хороший хариус. А здесь уже не осталось толком. Не осталось толком. Ладно, ребят, вернулся на яму. 2 или 3 там у меня старых экрана. Когда-то брал их на живца что-то пробовать ловить. Тоже думаю поставлю. А вдруг елец залетит там или сорожка. Короче, на ямке разбурюсь, поставлю. Ножи не бурят ни хрена, блин. Где-то там попал что ли куда-то в корягу или в траву какую-то там. Одну лунку замотал нормально. Фух. Ладно, погнали. День короткий. На избу еще, может там беда с избой или еще что. В общем, быстро сейчас ставлю и на избу. Ну вот, в общем, у меня экранчики. Не знаю, в каком даже состоянии они. Старые. 25-ка или что-то такое. Сейчас вот размотаем. Забросим тоже. Пускай плавают. Вдруг что-нибудь поймаем. А потом завтра уже будет видно, стоит буриться. Но вот там можно жигана попробовать. Стоит там жиганчик. Пробовать можно его там рыбалить. Так, что тут у нас? Все. Вот так. Запутанные все. Я ничего не готовил, как бы их просто что-то вспомнил в последний момент. Думаю, где они у меня? Надо взять тоже. Поставим. Пускай стоят. Ну, косынки экрана, ребят. Одно и то же. Ну вот, типа что-то такого. Все. Главное, чтобы глубины хватило. Затягиваем. Ага. Встал, ребят. Нормально. Нормально. Все, братва, погнали до избы. Ребята, вообще один, никого нету. Смотрите, сколько шиповника. Птичкам есть что покушать. Это нормально. Изба где-то с километр, может чуть меньше, метров 700 от точки, где я рыбачу. Ну здравствуй, изба. Как дела? В этом году снега не так много. Вот тут и дрова, смотрю. Матрасы подвешены. Все нормально.
ровно год, даже больше. Я здесь не был. Печка как все было, так и есть. Нары. Вот такие пироги. На растопку дрова есть. Ну, я в целом привез дровишки. Так что все отлично. Мои сковородки, кстати, друзья. Когда-то я давно привозил с Валийской сюда. Вот они и есть. Но не помыты, конечно. В чешуе какой-то. Изба проходная. Ухода особо такого нету за ней. Ни хрена себе. Смотрите, друзья. Предбанник здесь был. Такие навесы. Какой-то дракон распилил, блядь. На дрова, походу. Вот уроды, блядь, а. Вот здесь специально выход был. Вон, видите, раз под предбанник. Вот он как бы был. Распилили. Вот, блядь, молодцы, а. Мы хотели заняться с парнишкой здесь. Вот нижний венец. Также и верхний был выход. Надо было зашить, чтобы дровишки складывать. Какие-то вещи. Это, сука. Распилили, блядь. Да. Хорошего мало в людях. Ничего не скажешь. Ладно. Начинаем.
Все, ребята, можно и перекурить. Вроде как бы все дела сделал. Но это не дела, это как бы все основное. Дрова я по дороге пильнул, в принципе, мне достаточно. Там самовар, ребята, аж выходит, то бишь, ну, будем кидать, они очень жаркие. Даже, наверное, что-то сырое надо будет. Но здесь какие-то вот гнилые лежат. Непонятно, что за дрова. Как бы ими растопил вроде. Ну, тут больше мусора сжег сначала, чем дровами. Фантики, эти всякие от сосисок, от бич-пакетов. Блин, такой хлам. Вот
Тут вот полов нету, и вот все под стол кидают, понимаете, ребята? Ну это, блин, вообще бред, конечно. Возьми ты пакет, подвесь сюда вот и кидай туда. Короче, куча бутылок. Завтра все собирать, придется вывозить. Ну, как-то порядок навести. Клеенка тут была, вся такая она аж алкоголем пропитанная такая, еще с мышиным пометом. Брал с собой газету, вот постелил, это нафиг сжег. Сюда, если надо будет ехать, сюда надо будет вести клеенку на стол. Ничего тут, смотрю, не добавилось, не поменялось. Как будто бы все как и есть. Дровишек наколол. Избенку так обсыпал, потому что полов нету. Нижние венцы с землей как раз. И вот с оттуда поддувает хорошо. Так хотя бы немножко. Снега не очень много. Так на два венца закопал. Вроде как нормально. 2 канистры нашел. Видать, кто-то приезжал. То ли оставил, то ли что. Заснеженные достал, положил. Обязательно залез на потолок, посмотрел возле трубы, как дела. Потому что, ну, таежные избы, ребят, когда приезжаете, сразу на чердак посмотрели, мало ли какое-то гнездо там, или улей какой-то. Вот. Избы частенько сгорает вот из-за такой темы. Ну а так все, буксировщик прибрал, там лед какой-то обдолбил, чтобы все порядок было, чтобы ничего не пристыло, потому что здесь связи нету. Только я один, как бы, и, ну, как бы все силы на себя, и чтобы техника была в порядке. Налил чайку, ребята, что-то еще не остывал, короче, что на лунках там взмок. Но одет тепло, потому что едешь по дороге, ты же не на машине едешь, а как бы сразу одеваешься плотно, костюм. Ну а тут опять что-то так быстро-быстро снежок почистил. Ну, в общем, небольшой марафет, ребят, который он должен быть. Налил чаю, подмел полы, здесь что-то все грязь какая-то. Куча мышиного помета. Кстати, по поводу мышиного помета, друзья. На самом деле это тема такая, не то, что как бы ну, люди брезгуют, да, типа помет, туда-сюда, все-таки. Ну, а многие говорят, да что там, это же не крысы, это же полевые мыши, как бы они там растения едят, ну, как бы, ну, они все-таки падальщики. Ну, я вам скажу, ребят, как бы на нарах, на столе, да, это без никуда, но без этого никуда. Это ежные избы, хоть как там не защищай, капканы, там, мышеловки, там, они все равно будут, эта тема. Единственное, если продукты, конечно, у людей как бы нормально все спрятано, там, допустим, вот эту соль уже, вот этот сахар я уже брать точно не буду. А почему? А потому что, друзья, был случай, что вот попал именно в пищу вот этот мышиный помет, и человек отравился на самом деле. И было очень плохо. Так что по поводу нар, там, понятно, вымел, там, вытряхнул, как бы. Ну, сейчас ездим в свои спальники, там, постелил, лег, как бы, переночевал. Здесь, да, ну и в плане, чтобы еды, как бы, чтобы вот это ничего не попадало. А то, что вот это оставляет, там мыши все равно лазят, как бы, лично для меня, как бы, ну, не то. Как бы я уже не буду брать с оттуда. Если увижу, что там видно, лазила мышь, как бы там, они же там и мочу оставляют, и вот все это дело. Так что как-то так. Изба промерзла, ребят, после праздников. Ну вот эти сейчас морозы стояли. Все праздники морозы стояли, и сруб сильно промерз. Сейчас надо его оживить, его хорошенько прогреть, чтобы изба была теплая. Потому что воздух, возможно, и поменяется, но вот брус очень холодный. Очень-очень холодный. Соответственно, и нары, и вообще стены надо так изрядно протопить. Даже окно вон заледенело, ребят, что его даже не видать. Ну, в общем, все. Я на лагере, я на месте. Сейчас будем топить печку. Есть пока неохота. Вот по чаю, вторую чашку чая за день только выпиваю. Обманул дома кофе еще. И вот, пить охота было. Надо решить с водой проблему. Здесь есть ведро, конечно. Вот, но я никаких бутылок не брал. Не знаю, возможно, будем топить снег. Ну, на чай как бы. Есть горелка, на печке не обязательно что-то греть. Вот, а так, ну, говорю, все свое, как бы, ну, основное, на избу едешь, потому что изба проходная. Есть добротные избы, конечно, ну, приезжаешь, а тут так вот, ребятки отдыхали, видать.
кто тут сюда приезжал там по осени, по лету, видно, что песок какой-то. Вот, избенка, в принципе, сруб хороший, но вот тут до ума надо немножко довести ее. Вот, сейчас смотрю, предбанник взяли и вот эти основные венцы, которые нижние и верхние, взяли, попилили. Хрен знает почему. Или дров не хватило, или что. Так что вот. Как-то нам так, ребята. В общем, будем вот лакшери. Я вот сюда приезжаю чисто отдохнуть, вот так, побыть наедине, вот, в одного, подумать, без всяких там разных. Вообще круто разгружает. И жалко, что рыбалки здесь не стало вообще. Вот ямка есть, но последние года, уже года 3, наверное, здесь вообще никак, ну просто никак. Сюда даже люди перестали вот ездить. Раньше как бы здесь, ну так, активно было. Нет, кто-то избенку посещал, а сейчас, вон, смотрю, уже все. Недалеко от дома ездят, мелочь клюет, как бы, и всем достаточно. Ну, я имею чисто у себя в деревне. Так что вот так. Не знаю, куча соли, как будто рыбу солят, тут засаливают прям. Ну, в общем, все нормально, ребята, все, будем отдыхать. Сейчас печку протоплю хорошо. И тут уже дело скоро стемнеет уже. Потом, может, что-нибудь поужинаем. А что поужинаем? Что, в 3 часа темнеет, потом целый вечер, потом что-то делать уже надо. А рано спать тоже не ляжешь. Ну, съездим, проверимся еще, конечно, раза 2, наверное. Часиков в 6 там съездим. Может, пораньше. И потом уже перед сном еще сгоняем, как бы. Вроде волчьих следов нету, вроде как нормально. Спокойно здесь.